Latinas. Ну, пока. Да, мы в эфире. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Сегодня 13 июля 2024 года. У нас 55-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. С нами снова Аят Дигов, сопредседатель Президиума правительства. 19 часов 3 минуты по центральноевропейскому времени, 20 часов 3 минуты по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Аят Машовы, приветствую тебя. Маршал, да. Добрый вечер, всех я тоже приветствую. У нас вот очередная вот эта передача, где мы будем говорить о вопросах политики, которая нам нужна для того, чтобы решить и проблему чеченского народа, в первую очередь, в контексте решения проблемы, которая должна быть решена, скажем, с борьбой украинского народа. Для нас важно знать, дорогие друзья, что наша победа, так вот сейчас наша территория оккупирована, Украина признала наше государство. Многие хотят сказать, что это не признание, в то же время на самом деле это признание, даже косвенное признание, это признание. Другой вопрос, что здесь на Западе появились разного рода люди, которые позиционируют себя от имени чеченского народа, от Чеченской Республики Ичкерия, не имея на то никаких прав. И мы всегда говорим, если у вас есть какие-то права или этим людям, которые общаются, которые за руку их ведет Кремль, которым, некоторые, конечно, из своей деликатности или воспитанности им не говорят прямо, но промеж строк они вот это указывают. Вот, к примеру, я сегодня смотрел передачу, которая состоялась, которые эти Курочкины устроили в этом, по-моему, Европарламент, нет, в Совете Европы. Там они выступают, и вместе Курочкин добивается от него. Вот скажите, пожалуйста, вот у вас в Литве как было? Ведь у вас тоже было сопротивление, оно как формировалось? Вот как вы думаете, что вот происходит в чеченском сопротивлении? Ему отвечает Дайню Жалимас, он в Совете Европы, видимо, значит, в этой делегации отвечает, да, говорит, у нас тоже было так, у нас тоже были какие-то разные движения, но это зависит от того. И, конечно, этих раздрай, скажем, в этом движении всегда устраивал Кремль, их агентура. И теперь среди чеченского сопротивления тоже, видимо, есть такие вот движения и все такое, рассказывать, что это возможно варианты, а Курочкины выдают видеороли, в котором пишут, что, значит, КГБ, как они пишут, КГБ раскалывает чеченское сопротивление и борется якобы против Закаева. Якобы он вот против Закаева, и эта вся борьба идет, что Закаев как бы легитимный. Вот такие вещи делая, вот такая борьба идет за то, чтобы укрепить позиции Кремля в чечено-российских и скажем, украинских отношениях, чтобы правда, она исчезла. Вот что они пытаются делать. Но здесь можно говорить о многих вещах, но мы не должны никак с вами, наши друзья, наши сторонники, не должны ни в коем случае поддаваться этой пропаганде. Не должны
делать им в их сторону хоть какой-то там, даже какое-то слово, которое могло бы быть воспринято как одобрение. Даже в своем выражении мы не должны это делать, потому что от них не может быть ничего. Дело в том, что, мы уже говорили как-то об этом, правда и ложь разделена на две части. Вот правда, с одной стороны, вот ложь. И вот правду взяли, скрыли, а ложь разделили на две части. И эти две части, эту ложь разделили на правду и ложь. Теперь, что бы ни творили, вот Закаец и другие люди под другими знаменами, которые здесь творят, они, что бы ни говорили, они находятся в области лжи. А в чем эта ложь проявляется? Ложь проявляется в том, что эти все стороны отрицают создание чеченского государства, они участвовали в государственных переворотах, они создают и сейчас разного рода такие движения, в которых они говорят, что надо вот изменить то-то, 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 что нету нашего государства, оно ушло в прошлое, оно не должно быть. И такое, вот эти люди, которые объявили здесь на Западе, я вот разговаривал с некоторыми людьми, политиками, и мне вот тоже они сказали, мы все это понимаем прекрасно, мы знаем, кто есть кто. И это как-то, значит, воодушевляет нашу, скажем, линию, по крайней мере, я так это понял. Они прекрасно понимают, кто есть кто. И в Украине такая же вот ситуация в отношении этих людей. Они тоже понимают, кто есть кто, но сейчас не время об этом говорить. К примеру, они так говорят. И притом они не хотят в этот спор, который есть, и который они правильно понимают, в его спор входить и участвовать в этом споре. Но я думаю, что это у них позиция в этом плане правильно. Это дает нам право и дает нам убежденность в том, что мы в правильном направлении действуем, потому что мы являемся легитимной властью нашего народа, избранной в 1997 году на очередных выборах в Чеченской республике Ичкерия при наблюдении ОБСЕ и признанной ОБСЕ 57 государством этих стран. И эти выборы признал даже, значит, Кремль. Ельцин прислал поздравительное письмо. Так что в этом направлении все те, которые пытаются в зарубежье, или те, которые отошли от основы нашего государства, говорить что-то, они находятся, по крайней мере, как минимум в заблуждении. Поэтому надо вернуться, как вот мы говорим, и в президиуме мы говорим, надо вернуться им в конституционное поле и давайте работать вместе. Но те, которые открыто заявляют вот этого противодействия против существования нашего государства, так это открытое предательство, это отход от нашей основы, и поэтому с ними, конечно, не может быть нормальный разговор. Хотя мы всегда говорим, откажитесь от вашей ложной, значит, теории, откажитесь от всех своих тех действий, признайте свои ошибки и давайте, значит, чтобы здесь нам на Западе было возможно вместе работать в направлении, скажем, признания нашего государства, как вот Украина признала. Вот на днях, вот сейчас был, значит, объявление, то, собственно говоря, я читал, там написал, значит, что поддерживаю, оказывается, крымско-татарский народ, который был выслан в 1944 году, парламент Польши признал. Мы их поздравляем с этим. Крымско-татарский народ, их Жемелева и всех их друзей мы поздравляем. Это достижение очень хорошее, и если это и дальше вот будет двигаться, и мы тоже вот направили, чтобы люди наши знали, мы отправили в Польшу тоже, значит, 3 письма президенту, Сенат и Конгресс. Именно вот с той формулировкой, которая была направлена в Украину. Украина нас в этом отношении приняла решение Верховная Рада. Поэтому думаю, что в этом направлении вот
скажем, польский конгресс или, значит, президент или власть, она примет решение в отношении чеченского государства, и это будет нам на пользу. В этом направлении нам надо всем бороться, объединяться, чеченцам, гражданам нашей республики, какой бы национальности вы ни были, и нашим друзьям на Западе. Мы призываем вас. Мы являемся легитимной властью, пусть в усеченной форме, но мы не можем в условиях, скажем, оккупации нашей территории сегодня в полной мере работать, и работать мы не можем на территории чужого государства. Мы являемся официальным представителем власти чеченского государства, которое создано по праву. В 1991 году при развале Советского Союза. Поэтому этот момент я хочу отметить, как каждый раз я об этом говорю, потому что это очень важный момент. Вокруг этого, в принципе, идет вся борьба. Наша борьба и наших противников. Кремль ведет очень активную работу, подключая сюда разного рода деятелей, которые, значит, действуют, и мы это с вами можем наблюдать. И наши друзья, наши люди, которых мы знаем друг друга, завтра вам будет позорно и стыдно за то, что вы сегодня творите. Мы вам говорим, вот что происходит, выкладываем документы, которые приняты этими людьми, этими лидерами, их, значит, предательские решения. Это все есть, вы все это видите и находитесь в каком-то таком сонном состоянии или непонятно молчите, прогнувшись. Нельзя это делать. Надо сейчас как раз-таки поднимать свой голос, надо, значит, стать на линию то, которая была принята нашим народом на общенациональном съезде чеченского народа. Вот этот был вот такой вводный, скажем, диалог, диалог, если можно назвать, которым я хочу призвать еще раз и сказать, что происходит. Теперь, если говорить о том, что происходит в Америке, с Украиной, это мы постоянно говорим об этом. И, конечно, мы переживаем за ситуацию, которая складывается. Вот в НАТО было, там в Америке была встреча, там говорил Байден, что он какую-то там ошибку допустил случайно, вместо Зеленского назвал Путиным его, потом его там опровергли. Он, конечно, не шутил, хотя типа шутки он это сказал, возможно. Но и здесь идет вот борьба Байдена. Байден станет ли президентом или нет. Сейчас идет речь, вот, что вице-президент, который у него там есть женщина, что она может стать. Может она стать, или если он отойдет. Да, она может стать президентом, но есть и поддержка, и оказывается, выяснилось, вот я слушал разные там, значит, голоса, говорят, ее специально как бы задвигали, специально ее, значит, пытались уменьшить ее роль. Она очень грамотная и толковая женщина, оказывается. И, возможно, она может стать, потому что все ресурсы, я имею в виду финансовые, которые были собраны, около 200 миллионов, которые должны были помочь Байдену, чтобы он мог организовать свою кампанию. Если Байден, значит, окажется ситуация, что он уйдет, то это должно перейти к ней, потому что они с одной партии, она вице-президент. Там идет вот такая борьба. В то же время вот Трамп там организует свои кампании. Но для нас, собственно говоря, сейчас вот для чеченцев, для нас, конечно, нужен лучший вариант, который бы помогал Украине. Помогая Украине, он бы, значит, новый президент, он бы помогал и нам, мы и так на это рассчитываем. Исходя из этого, пусть победит, как говорят, сильнейший, тот, которого примет американский народ. Им виднее это, кто будет что. Но мы говорим свою позицию в этом вопросе. Но вопрос вот о Грузии. Там в Грузии, оказывается, их премьер-министр обвинил американские штаты в том, что они дважды хотели совершить государственный переворот, и поэтому они вот приняли вот это решение о инагентах. То есть эти все инагенты
финансировались американцами якобы, и они пытались свергнуть действующую власть. И поэтому вот мы с вами разрываем чуть ли не все связи, а здесь в ответ им Америка делает ход и утверждает, что вопрос о принятии ее в Евросоюз и другие вопросы, они как бы могут быть отложены. И даже, оказывается, были намерения, вот должны были на днях, или я не знаю, в ближайшее время пройти совместные американо-грузинские военные учения. И они отменены. То есть это идет вот такая вот, значит, борьба, и, скорее всего, в этом участвует, конечно, Кремль. Кремль в этом участвует, и здесь никакого нет сомнения, потому что у них разветвленная вот эта ГБшная связь кругом, они этим занимаются, и вот такая ситуация складывается. Но мы надеемся, что вот сейчас вот вооружение как бы поступает в Украину, что они будут защищать, щит им нужен, и в самой Украине тоже ситуация сложная, там с энергоснабжением. Ну вот это все, что, видимо, вы знаете, я не буду дальше время отнимать. Вокруг этого мы и поговорим. Если будут вопросы, то мы эти вопросы будем отвечать. Если нет, я и дальше могу продолжить. Спасибо. Спасибо, Аят. Я напоминаю нашим зрителям, кто хочет задать вопрос, вы можете в чате в YouTube задать вопрос, я его зачитаю, либо в Телеграм-канале непосредственно принять участие в дискуссии, задать вопросы или что-либо прокомментировать. Аят, пока вопросов я особо не вижу, и поэтому я бы немножко вот вернулся к тому, о чем мы сейчас говорили, по поводу того, что Украина, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Украина могла бы просто не давать визу, запретить въезд, например, разным деятелям, которые на самом деле занимаются чем угодно, но только не помощью Украине. Почему Украина, конечно, не вам, наверное, отвечать на этот вопрос, но на ваш взгляд, почему они так себя ведут? Но дело в том, что, как мы понимаем, как среди нашего, значит, сопротивления, да еще когда мы там боролись, там у нас открытые были противники нашего государства, открытые. Помните, вот эти завагаевцы, вот эта так называемая, значит, оппозиция, она даже стреляла, хотела свергнуть наше государство, власть. И такой же вот, я не сомневаюсь в том, что такой же присутствует и в Украине. Поэтому там эта борьба, вот большая борьба, борьба за становление государства, она там идет. Вот то, что вот признали наше государство в октябре 22 года, так даже среди нас, вот те деятели, которые здесь есть, они некоторые аж заикнулись, сказали, они не должны были вас так признавать быстро, не надо было нас признавать. Даже вот такие выводы делали. А потом, когда были разные там ходы, тоже про кремлевские вот такие выпады делали. И в то же время они как будто наши сторонники, или они как будто бы, значит, являются, как вам сказать, они утверждают, что они религиозники, и поэтому даже и по религиозным мотивам нельзя такое делать. Они это заявляют. То есть я хочу сказать, в Украине, конечно, там ситуация сложная. Здесь мы сейчас можем говорить о том, что Украина это сделала, признала наше государство, да? И это важно, очень важный шаг. Вот, представляете себе, это очень важно, это надо понимать, это надо всем нашим говорить, хотя некоторые наши люди и даже другие вот некоторые пророссийские, так сказать, оппозиционеры из других вот республик в составе, скажем, которые Россия сегодня находится, тоже пытаются уменьшить роль вот этого признания, утверждая, что вот якобы была Чеченская республика, они пытались создать свое государство, но не получилось. Не понимая о том, что это была борьба, и притом мы столько людей потеряли. Так вот голословно такие делать заявления, мы должны понимать, откуда идут вот эти слова, из какой, как говорится, мотивации. Поэтому вот такое вот мнение у меня складывается.
что обвинять сегодня власти Украины не будет, но мы бы, конечно, хотели. То главное, они сделали. А дальше сейчас мы желаем победы Украине. Победа в том, чтобы она изгнала этих оккупантов со своей территории и тем самым создала предпосылки, возможности изгнания этих оккупантов из нашей территории. А для этого нам нужно, как мы говорили всегда, нужно объединить наши усилия, если даже не объединять усилия этих людей, в чем они, эти люди, лидеры, которые здесь впереди ходят, их надо вообще отстранить от всех этих дел, чтобы не принимали вот удачи или какие-то, которые они выдают, за их успех. Нет никаких удач, нет никаких движений, если вы против нашего государства. А вы это уже продемонстрировали много раз. Поэтому мы должны продолжать нашу работу. И то, что мы делаем, президент правительства Пучкери, то, что делалось и делаем, оно будет только, как говорит, о том, что мы на правильном пути и стоим, значит, на пути реализации тех планов, которые у нас есть. Это деоккупация нашей территории, полностью всей территории, и восстановление там легитимной власти. И мы рады, допустим, что после вот контактов с некоторыми людьми, политиками, что они это все понимают, они знают, кто есть кто. Ну вот это я сказал бы тебе, Аслан, по поводу вот. Хотелось бы, но будем в этой ситуации. Да. Да, ну, совершенно верно. На самом деле, конечно же, хоть я и предъявляю в какой-то степени Да, Украине, но и еще нужно и нам предъявлять самим себе. Мы тоже не активны, многие конечно. молчат. Да-да. Многие молчат, многие не хотят ничего говорить, думают, что оно все... У нас некоторые думают, что нам Запад или другие страны должны и принести на блюдечко, положить нам эту независимость. Да. Это так не бывает. Но многие люди наши, которые приехали сюда, они в политическом плане вот этот момент не понимают. А мы же знаем, сколько людей у нас погибло, сколько воинов наших погибло. Они многие разъехали, лечатся, они покалечены до сих пор лежат. Да. Они на том состоянии находятся. Поэтому все наши воины, где бы они ни находились, в любой стране, это наши люди, которые понимают, что нам необходимо восстановить нашу власть на нашей территории, а она у нас суверенная и независимое демократическое правовое государство. Вот о чем идет речь. А не о том, как они прыгают, то они демократы, то они потом, значит, на шариатском правлении на Коране и Сунне, то они, значит, снова демократы, то они прячутся уже за той занавесой, которой они были раньше находились, а между собой поссорились, как бы в банке, так? Поссорились, и теперь спор ведут между собой. А признать свои ошибки и вернуться в конституционное поле они не хотят. И приводят примеры, что вот там мы не хотим никому подчиняться, никому не надо подчиняться. Надо объединиться для решения этих вопросов. Вот в чем. Они это утрируют и говорят, кому-то надо подчиняться. Никаких подчинений нет, есть только необходимость объединения. И есть только, значит, та необходимость, которой некоторые люди пытаются извратить действительно положение дел и не дать объединиться, скажем, тем людям, которые сегодня находятся на Западе. Люди в этом вопросе стали разбираться больше, и это, как я понимаю, всех нас радует, и дальше мы будем продолжать свою работу. Нет никакого сомнения. Алаш задает вопрос. Вернет ли, вопрос, Украина вернет свои территории ДНР, ЛНР, ну так называемый ДНР, ЛНР, скажем, и Крым? Ну, вот Давай. здесь как раз он поднял тот вопрос, который я хотел поднять. Вопрос о том, что, значит, там Путин предлагает, давайте сделаем переговоры, остановим войну и сделаем это. Допустим, мы из нашего опыта знаем, что никакие, значит, остановки, никакие вопросы о переговорах с Россией вести нельзя. Потому что любые переговоры, которые ведешь с Кремлем,
Они в итоге это просто делают для того, чтобы перегруппироваться, для того, чтобы заболтать этот вопрос или кого-нибудь подкупить, как они делали наши переговоры, подкупить, обмануть. И потом в конечном итоге снова они начинают, значит, подготовить, начинают снова свои военные действия. Нельзя это делать. Это даст тогда возможность, чтобы потом они говорили, вот как они хитро действуют. Вот Россия, мол, предлагает такие-то варианты. Ну хорошо, она предлагает. Но тогда, с моей точки зрения, надо им предложить обратный вопрос. Давайте, значит, если переговоры вы хотите делать, давайте не на основе того, что вы, значит, хотите застолбить то, что вы сегодня там захватили за эти годы. Давайте мы готовы на переговоры. Да, мы готовы. Давайте освободите все эти территории и начнем переговоры. Мне кажется, только так надо ставить вопрос. Никаких остановок не должно быть, потому что остановка – это в пользу Кремля, который вместе со своими там сателлитами, если их так можно назвать, бандой этой оси, там Корея, Китай, Иран, там еще какие там страны подсоединятся, они хотят сейчас и Грузию туда подтянуть, мы как мы понимаем с вами, так? То есть вот это вот нельзя позволять делать, нельзя даже позволить дыхнуть Кремлю, этому Путину, чтобы он передохнул и начал что-то делать. Надо им встречные выводить вот такие вот. Готовы мы вести переговоры, они свои дают предложения, а с этой стороны должны быть, по моему мнению, вот такие вот. Я участвовал в этих переговорах и знаю, как они себя ведут. Они ничем не гнушаются, они пытаются подкупить, давить, обмануть. Так что здесь вот такая ситуация. Вот его вопрос, на его вопрос ответил я или нет? Ну да, я думаю, да. Ясно. Ну, тогда еще пока нет вопросов. И, друзья, напоминаю вам, задавайте вопросы, пожалуйста, будьте активнее чуть-чуть. Я вот хотел спросить по поводу вот ситуации, которая вчера или позавчера была прокомментирована одним из блогеров, который говорит, что, ну, может быть, это Вашингтон Пост был, я сейчас не помню газету, которая сказала, что якобы либо НАТО, либо Турция, не помню кто, склоняют Грузию открыть второй фронт против России, начать вот эту войну. Что вы думаете по этому поводу? Это возможно? Нет? Нет, теоретически это да. И теоретически я даже уверен, что они ищут вот такой, какую-нибудь там, они ищут вот, чтобы такой второй фронт против, значит, якобы там поднялся и это делать. Но это сегодня Россия стремится создать такой фронт против Украины, а с этой стороны хорошо было бы, значит, против них поднять что-то. Но это сегодня ситуация пока не разрешится с этими выборами, этим направлением, движением. Люди или эти страны не примут пока решение, на мой взгляд. Они не примут решение, они ожидают, в каком направлении вектор будет сейчас. Вот они и смотрят на это сейчас. Вот такая ситуация, на мой взгляд. Спасибо, благодарю. Так. Я почитаю комментарии, а это... Просто я спросил, говорит Алаш, из-за того, что, мне кажется, может, я ошибаюсь, НАТО не слишком хотят вернуть эти территории Украине, смотрят на их действия, смотря на их действия, точнее, тормозят, например, с оружием. Что Но если НАТО этого не хочет, к примеру, я знаю, что там идут разговоры о том, что они могут, значит, признать Украину натовской страной, но только в той территории, которую сегодня контролирует Украина, то есть Киев. А все остальное я не имею в виду. То есть они могут защищать, тогда, значит, туда войдут войска, получается, да? Вот здесь такой сложный ход. Пойдут туда войска натовские, потому что если их примут, так? И на этой территории НАТО будут защищать. А
чтобы, значит, натовцы, если войдут, они не будут участвовать, скажем, в войне, которая, ну, открыто их солдаты, скажем так, войска, для того, чтобы освободить Крым и вот эти восточные территории. Это уже дело самих, скажем, властей Украины. Так, вот такие разговоры идут. Но что это будет и как это будет? Ну, прямо они заявили, что именно только вхождение Украины в НАТО это позволит решить эти вопросы. Но в любом случае, если это так НАТО решит, это и то может быть хорошо, но это не переговорный процесс. Это не, речь не идет о переговорах. Значит, они это пытаются решить, они это пытаются поднять. Что будет там, посмотрим. Ну вот на этом я и закончу. Дальше на вопрос. Barkal, Uisega Vistrelus, Telegram ča, YouTube ča. Так, вот очень распространенная такая у России, у российской пропаганды такой нарратив, что воюет не Украина против них, что это воюет НАТО против них руками украинцев. Что вы по этому можете поводу сказать? Что вы по этому поводу думаете? Ну, это как раз выгодно Кремлю, чтобы обозначить это, сказать, что он против нас воюет весь этот Запад, что это Украина не воюет, это они их, мол, это все такое. Но на самом деле западные войска там не находятся, и говорить об этом не приходится. Еще, значит, во времена Первой и Второй мировой войны такую помощь той или иной стороне оказывала Америка или другие страны. Поэтому сегодня это нужно Кремлю сегодня для того, чтобы оправдать действия Кремля и Путина в развязывании этой войны и перенести вот обвинение в сторону Запада. Именно для этого. Это нужно для объединения, скажем, этих, значит, настроений в самой России, что на нее хотят напасть, что Путин оказывается прав. Вот только для этого это нужно. И я нисколько не сомневаюсь, что они это, понимая, намеренно делают. А так просто народ и пропаганда, которая там идет, как раз под эту пропаганду они это и делают. Ясно. У нас, если бы наши единомышленники были бы такие же активные, как наши хейтеры, то нам бы не было бы просто передышки отвечать на вопрос. Активизировались. У нас поэтому есть время поговорить, но когда они выйдут скоро, они быстро выйдут, они не будут долго, они сейчас пока наблюдают. Их пока агитируют, так, сюда, туда. Они думают, значит, по тем вот этим вопросам. Некоторые задействованы. Вот сегодня мне кто-то там говорил, специально мне обращался, один звонил и говорит, вот скажите там, вот если человек открытый враг, прямо вот говорит, нафиг нам нужна, про его слова, говорит, это говорит. Что можно с ним делать? Как с ним решить вопрос можно? Его можно, говорит, как-то в отношении него принять какие-то решения? Меня спрашивают. Я ему сказал, что мы находимся на территории, значит, другой юрисдикции. И там здесь мы не можем принимать никакие решения, а по политическим мотивам здесь преследований нет, они могут разные вещи говорить. Но если бы это находилось бы, скажем, на территории нашей страны, где идет и продолжается война, вот тогда можно было применить там разного рода, значит, наказания. Это, значит, суд, а в военное время это трибунал. Только так можно, объяснял. Там он спрашивал меня о том, как вот происходит вот этот процесс, что делает ООН, почему они ничего не делают и все такое, ООН почему.
он говорил в том ключе, что ООН, мол, может признать и все такое. Я ему объяснил, что он не может ничего признавать, даже по своей там содержанию или по уставу. Они могут только поддерживать ту или иную линию, принимать какие-то принципы международного права, которые есть в мире. Эти все международного права принятого ООН, они поддержаны странами, которые являются 200 стран почти в этих в ООН, они там решают. Решение, которое принимает ООН, это решение могут заблокировать там 5 постоянных членов организации Совета Безопасности организации ООН. 5. Это Китай, Россия, Америка, Франция и Англия. Вот эти вот, они могут. Но еще есть параллельно, есть, кажется, 15 стран, которые время от времени тоже становятся членами Совета Безопасности. Ну, я не помню сейчас, то ли по полгода, или по 3 месяца их меняют. Страны, вот, допустим, чтобы они были в Совете Безопасности. Они тоже могут там. И если какие-то там будут приниматься решения, скажем, по ходу там международной политики, да, допустим, по болезни или по чуме, или по каким-то масштабным вот таким явлениям, или, ну, всякое бывает во всем мире, они же рассматривают, то любой из этих членов Совета Безопасности может наложить вето на любой вопрос. И это может, все он будет считаться непройденным. То есть он блокирует. А в то же время, конечно, он может принимать и политические вопросы. И эти вопросы тоже могут блокировать. К примеру, вот прими сейчас какие-то вопросы по Украине или по нашей республике. Все, Россия, Китай, там, я помню, там против нас постоянно выступала Конго и выступала Куба. Вот, ну, их сателлиты кубинские. Когда я много раз бывал в ООН, и там, когда голосования шли, вот эти вот страны, они все время в пользу России голосовали против нашей республики, я хочу сказать. Ну, естественно, соответственно, это было в помощь, они нас-то не знали, но они знали Москву и поддерживали. Соответственно, они будут все вопросы, которые против Украины, поддерживать, и в этом случае... То есть там вот такая вот раскладка идет в Организации Объединенных Наций. Я вот вопрос отвечал ему, скажу вот одному из. Он мне задавал параллельно еще до нашей встречи, вот сейчас эти вопросы задавал один знакомый наш, который в нашем, кстати, стриме участвует, но что-то его нету, я смотрю. Вот такая вот задача. Ясно, сейчас тут отвлекаюсь, просто читаю комментарии. Кстати говоря, здесь Ливан говорит, что американцы, Ливан Кочарава говорит, что Америка официально отрицает информацию о том, что про открытие второго фронта, хотя, может, и хочет, но официально не подтверждается это. Это от грузина информация, и он сейчас нам тоже вопрос по этой теме, скорее всего, задаст. Ну, пока он задаст этот вопрос, я хочу рассказать тоже, потому что вот новое есть направление, то, что новая идея такая, что сейчас все эти европейские страны, Франция, Англия, Германия, ну, все Европейский Союз, они как бы сейчас нацеливают Байдена еще до своего, как говорится, ухода или переизбрания, на случай, если придет этот Трамп, чтобы он не смог ничего, как говорится, убрать это, по крайней мере, вот так вот. Необходимо создать даже внутренний валовый продукт, скажем, Америки чуть ли не в 15 раз больше, чем у России, а у Запада, вот западных стран где-то 8 раз, представляешь себе? И у России только 1, то есть вот экономический потенциал. И поэтому в этом плане они сейчас направляют линию на то,
чтобы Запад создал свой военный блок. Вот. Все западные страны, они создадут свой военный блок. То есть они сейчас не только экономически соединены между собой, потому что они, все эти страны экономически взаимопроникновенны. Они, да, у них друг друга как бы экономические контакты у них там полностью, и это не дает возможность вот такое противостояние делать. Хотели это делать и в мире, но, видите, здесь вот имперская сущность, она не дает тому продвигаться. И теперь эти страны будут вот такой вот теории, что уже чуть ли это не будет сделано. Они создадут вот такой вот военный блок, который будет, конечно, мощнее, чем, скажем, вот это вот российское и их ось мощнее. Но для этого им нужно, чтобы они сейчас это начали делать. К этому подключаются все эти страны, и они хотят, что в этом ключе вот туда, чтобы влилась и Украина. То есть вот такие шаги, вот направления есть, и они думают, в случае вот создания вот этого военного блока, у них будет достаточно вооружения, достаточно потенциала, и потом промышленный потенциал. Они быстро восстановят все, что им необходимо, хотя мы знаем, что Украина, то есть это Германия, не имела права иметь свою армию, теперь ей разрешат иметь как бы свою армию, объединенную Украину, это западную. Вот эта ситуация может сейчас глобально измениться в мире. То есть сейчас будут американские, вот этот сам потенциал военный, который мы знаем, мощный, да, и теперь европейский, который все время оглядывался на Америку. Теперь они сами, имея такие экономические возможности, хотят создать, уже там этот разговор идет, и затем, конечно, это будет превалировать гораздо больше над этими остальными вот диктаторскими режимами, которые сегодня хотят раздробить саму Европу. Почему? Потому что есть экономические взаимоотношения, связи, которые нельзя. А вот в политическом плане, в военном плане они пытаются, Кремль пытается разорвать вот это все. А им не удастся и разорвать это, ну, они там вот экономически, то вот возьмите это, Венгрию или еще какие-то там страны, чтобы они разорвались. Но это не пройдет у них, как я вижу, они нацелились на то, чтобы создать этот блок военный. Вот такая ситуация. Ясно. Так, друзья. Так, ну здесь одно и то же. Я пока просто не буду закрывать эти комментарии, что вы писали. Тут чисто по-русняцки нам рассказывают. Нас учат, да, там они учат, как надо. Да. Ну и по-фашистски говорят, всех, кто за Украину, семьями нужно уничтожать. Это ж надо же в голову прийти. Ну пусть они говорят, но они будут сами потом захлебнуться этой желчью своей. Если они так, они сами не понимают, о чем они говорят. Значит, эти разговоры нам не нужны. Мы же вот знаем, вот я вот знакомился со статьей, которую я это раньше тоже знал. Но вот Хасан Бакаев, он там, значит, мне сегодня переслали это, где он раскладку делает, как вот ссылали чеченцев, так? Я об этом знал, потому что из архива я Далхана Хаджаева знал хорошо. И он тогда приходил, когда мы там, значит, общались, говорили. У него была всегда такая вот идея. Вот смотрите, говорит, когда нас высылали, говорит, и в прежние года, нас 6 раз высылала Россия, 6 раз ссылка делала, то мы всегда теряли больше половины своего населения. Больше, чуть ли не 2/3 доходило, чуть ли не до исчезновения, говорил. А если мы воюем, мы теряем максимум 1/4, 1/5 часть. Значит, нам выгоднее воевать против, вот он говорил. А вот Хасан Бакаев там разложил это по полочкам,
что он там говорит. Он даже, я слушал его голосовой, вот эту статью, он зачитывал. Значит, там русские заявили, что нужно было где-то около 14-15 тысяч вагонов, так, для того, чтобы вывести там 400 тысяч чем-то людей, ингушей этого. И для нормы там была, значит, вагон 1,50 человек, норма. Так? И, значит, если по этой норме рассчитывать, это где-то около, получается, 750 или 710 тысяч человек. Сейчас за цифры я не могу точно говорить, надо посмотреть это, ну, уточнить туда-сюда. И теперь он говорит, что в силу того, что вот были такие, значит, моменты, что эта норма 50, но в то время, военное время, это нужно было, вагоны были нужны, вагоны очень, значит, нельзя было, как говорится, они хотели нас раньше хотели в этот Каспийское море сбросить нас, всех. У них вот такой кощунственный план был. А затем даже теперь вагонов у них не хватало, и нужно было вот сколько-то вагонов. Эти вагоны оказались дефицит, потому что война, потому что там все это, понимаю как. И вот когда, значит, столько людей вывезли, то там оказалось около 700 тысяч. И он говорит, что из-за разговоров, которые была какая-то там встреча, конференция, где говорилось, что на самом деле 50 это для таких вот, для животных разного рода вагоны, а там 50 человек не было, там они добивались, он там обосновывает это, было до 80 человек в каждом вагоне. И вот там приводит, он очень интересный пример, что они когда ехали, их там ни медицинское обслуживание, ни питания, ничего это не было. Их там везли, они там в ходе по продвижению умирали. И вот там он рассказывает, что один этот человек, он, другой там беженцы, которые были переправлены, скажем, с Запада в Казахстан, они рассказывают, что вот, оказывается, вот когда они приехали, то из вагона, когда их вытаскивали, выходили они, то почти 25 человек, а то и более, трупы были. Представь себе, если в этих все вагонах вот столько трупов было. Мы не знаем вот эти детали, а он очень хорошую работу сделал, этот Хасан Бакаев, очень. То есть в смысле того, чтобы это можно было узнать. И столько людей. А притом еще, когда он рассказывает, это было, я тоже знаю, они вот в Кизуной-Ам, Галанчожском этом озере, и там по ходу убивали людей, там всех, кто там все-таки убивали, уничтожали. И где-то он подсчитывает, что было около 250 тысяч человек убито. Понимаете? И вот если вот так вот подсчитать, то вот я пример прикинул тоже, он там какую-то цифру другую называет. И я знаю, что вот мне об этом говорил этот Далхан, он говорит, что 1 миллион с лишним человек, чеченцев и ингушей вместе взятых, они вывезли, а назад мы приехали около 400 тысяч всего. Представьте себе, больше половины людей они уничтожили. Они хотели выжить, сжечь нас. И вот с этой империей и с этой властью эти люди, которые сегодня сидят и говорят, мы будем состоять в России, и это, что они из себя в морально-нравственном отношении представляют? Они должны задуматься над этим. Вот так они уничтожали нас. Вот один пример там это сам приводит. Вот это, когда в вагоне ехали, мальчик там 7 лет, он заболел. Он был очень, температура большая. И на одной из остановок, значит, мать, значит, где-то дверь открылась, начала просить вот этого офицера русского, чтобы он вот дал напиться воды. Мальчик воду просил. И старшие там, старики тоже сказали, дайте воду. Этот офицер взял этого мальчика за руку, и все думали, сейчас он повезет его, напоит его водой.
а он взял, бросил ее в машину с трупами и сказал, теперь ему не нужна вода. Мать выскочила туда с вагона, они автоматно убили ее. Старший сын выскочил, его тоже убили. Вот как жестоко расправлялись. А когда приехали, вот в каждом вагоне, если там было, около половины людей мертвых вытаскивали наших. И они их в эту холодную зиму, в холодный какой-то барак засовывали, и они там снова мерзли и умирали. Не то, я вот сейчас вспоминаю своих близких, которые столько там умерли. Близкие мне очень люди тоже умерли. И мы должны понимать, что это был не просто фашизм, это был вообще в высшей степени, это даже не знаю как надо, это русизм, как Джохар Дудаев говорит. Понимаете? У них нет никакой ни совести, ничего, у них ничего человеческого нет в этой власти. Эта власть должна быть исчезнуть. И мы не говорим, как это будет. Это сами эти люди, если они так воспитаны и такие, и считают себя еще, значит, на голову выше всех, в то время как они гораздо ниже всех вот в этой морально-нравственном состоянии. Это что за культура, это что за поведение, понимаете? Вот как вот было. Вот я нашел там ролик сегодня, вот смотрел, и я вытащил, я там где-то выставил, в котором был там у нас 200-летие, вторая годовщина чеченской независимости. Там у нас были и президент Гамсахурди, Жириновский, со всей республики приехали, с Украины приехали там. Вот я поэтому выставил, чтобы увидели. И вот там, когда вот Жириновский выступал, он сказал, что вот такая-то власть, вот такая плохая, что она бандитская, что такое, эти коммунисты то делают, то делают, то делают. Он выступал и говорил Жириновский, вот, и эти коммунисты натворили вот это, а вы что хотите от нас? Вот Жириновский вот такую вот там выделил, а украинец там выступил и говорит, вот спасибо, что тут вы признали, что вата вся эта русская власть, это фашистская, там интересная такая передача, я ее выставил, хочу сказать. Ну, в общем, там много чего можно было проследить. Это надо знать, это очень важно, эти вещи знать. И наши люди, и наши друзья, и остальные должны знать, с чем мы имеем дело. Когда Джохар Дудаев сказали, а что они хотят? А Джохар говорит, они хотят вот в клетке сидит медведь, он образы говорит. А нам говорят, войдите в эту клетку и вместе с медведем живите. И смеется. Так и вот такая ситуация. Им ничего не стыдно не будет, поэтому отношение к этому делу должно быть совершенно другое. Мы должны пересмотреть, какое отношение к нам. И они могут в любой момент это повторить и сейчас, несмотря ни на что. Конечно. Нет вопросов у матросов? Да, есть вопросы, просто мы слушали, да, это абсолютно. И вот то, что вы сейчас рассказываете, это же вот половина погибает только по дороге, в Да, да. основном первое время. А какое психологическое и психическое состояние оставшихся живых, представь, Да. когда твои брат, Представь себе, что это сестра, такое. да, отец, мать умирают у тебя, тут закрыты тебя, твои мужчины Да, воюют на фронте, отправили, они да. где-то в Европе уже фронт там где-то. Вас Да, все обвиняют, наши люди, извини меня, все наши люди в то время, все наша молодежь ушла на фронт, вот против фашистской Германии. А эти из-под воль и пришли туда и захватили этих людей. Это настолько надо быть такими, вот вероломство представьте, какое, они какое ненавидят вероломство. нас, да? И причем они заселялись, мой дедушка рассказывал, что они заселялись, по два солдата, офицер в каждый дом. Да, да, Готовимся к 23 февраля да, да, да. готовимся, будет парад, там все такое. И каждая семья, каждая женщина, каждый мужчина пытался затащить этого к себе, чтобы, потому что их воюют на фронте, и они хотели их накормить, там, их Да, да, да. обогреть, там, дать им, и вот такое вероломство
у моего дедушки жил узбек, офицер, и 2 русских солдата. Этот узбек наизусть знал Коран, наизусть хафизом был, наизусть А, знал Коран. И он, когда уже слухи пошли, что будут депортировать, брат моего дедушки или отец моего дедушки, я не помню сейчас, кто конкретно, спросил его: "Ты мусульманин, я мусульманин, скажи, вот нас хотят депортировать, там, ну, нас выслать куда-то да, туда-сюда". Он сказал: "Нет, нет, это неправда" и так далее. И русский солдатик, молодой солдат, он сказал: "Режьте всех кур, там, что у вас есть, потому что вас будут депортировать". И говорит, в нашем населенном пункте, в Катарюште, мы были, вот он, дедушка рассказывал, были первой семьей в 6 или в 5 утра, которых погнали, вот на Самашке есть там вот эта да. железнодорожная перевалочная станция, туда их погнали, кстати говоря, на американских студебекерах. Да, да. И вот такие вот были вещи. Это просто вот сейчас вспоминаешь, и вот такое Вот, вероломство. И, да, да, да. Вот представь себе, тогда нас было 1 000 000 человек с лишним, да? И за это время мы, когда там пробыли 13-14 лет, вернулись, нас было всего около 400 тысяч всего. А сколько еще родилось там? Около 150 да, тысяч родилось. Убирая это, еще минусуй. То есть тогда у нас осталось из тех, кто туда поехали, почти, если 450, то 300 тысяч человек, почти 700 с лишним человек они убили. Вот к да. чему я хочу рассказать. Вот что, 70%. вот с чем мы имеем дело, а? Да? 70%. Более того, не Да? просто погибли, Да. все не на Убили, своей убили. родине. Да, Да, не просто убили. убиты, погибли от холода, голода, расстреляны, там, сгноены в лагерях там, ну, там, и так далее, но сам факт, они еще не у себя на земле были. Они Да, жили в конечно. землянках, вы жили, ты же там родился, Да, мой отец там да, да, родился. да. И это нам предлагают забыть. Это нам Да. предлагают забыть. Если Окей. мы это забудем, если мы это не будем помнить, не только мы, и все остальные. Высланы были, конечно, и немцы, и калмыки, и, значит, другие народы, и крымские татары, и литовцы, я знаю. Многих там выселяли, корейцы, греки. Все это было. Но в основном вот такая вот жестокость со стороны их было в отношении, скажем, нас. Вот, допустим, вот всех высланных, я имею в виду, нас и остальных. Ну, на примере того, что они делали с нашими, значит, людьми, которых они так жестоко расправлялись прямо на ходу. Вот что они делали. Да, да. Да. Ливан Кочарава, наш грузинский друг, пишет комментарий. Америка как минимум хочет взять инициативу на Кавказе. И вопрос уважаемому Аяду. Как может Запад изгнать Россию с Кавказа, если они не содействуют процессу восстановления законной власти у нас, в Грузии, то есть? Да, я понимаю это. Ну, над этим мы должны, значит, думать, конечно. Это понятно, что ясно, что в Грузии находится нелегитимная власть, так? Она, значит, после свержения Гамсахурдия, она стала властью, значит, этого Шевронадзе, КГБшника. После Да. этого пришел туда Саакашвили, который там выбирали, так? И Саакашвили принимал там постановления, законы о признании власти Гамсахурдия и всех решений, которые он принимал. Но от этого это все равно, значит, там есть вопрос, если он и признавал это, но сам-то он нелегитимный. Вот идет там вот такая вот борьба в самой Грузии. И кроме этого, против этого Саакашвили, вот эти Иванашвили, их компания, она же против выступает. Там вот такой клубок. Но на самом деле это основой является та власть, которая была восстановлена в соответствии с решением и голосованием в Грузии, имеется в виду, там 93 или 5% проголосовали за восстановление и освобождение Грузии. И они Мгм. имели право, и мы имели право это делать,
в связи с тем, что Советский Союз был развален. Был подписан акт о денонсации или акт о отмене, значит, указа о создании Советского Союза, понимаешь? И в том числе, значит, мы могли тоже в соответствии с этим создать свое государство по праву. А так как вот потом пошел вот этот момент такой, после Второй мировой войны принято современное международное право, и мы действуем в этом, мол, праве. Поэтому, исходя из этого, даже и по этим меркам тоже, конечно, мы тоже за то, чтобы это было все восстановлено, и чтобы это шло. Но здесь идет вот такая вот борьба. Сейчас на первом плане, насколько я понимаю, было бы это правильно, если с этого пути, на этот путь они стали. Вот Украина очень правильно сделала, что вот признала, значит, нашу республику, геноцид, и что она оккупированная страна. Это очень важно. Если бы они начали дальше это делать, так, но здесь есть такой момент, понимаешь, что, вот, допустим, они вот признают, а они взамен возьмут, Украина там признает, вот, допустим, да, а если вот западные какие-то страны, или, допустим, Франция, или Германия, или другая страна, или Испания начнет это делать, да, а они члены Совета, они находятся в Совете Безопасности, члены ООН. Тогда Россия и Китай, они начнут признавать эти территории, скажем, части Германии, Франции, допустим, Корсика или Каталония. Чтобы этого не было, они, по-моему, от этого сдерживаются. Вот что я имею в виду. Понимаете? Поэтому они с этим не торопятся, а я думаю, что это все равно должно быть сделано, потому что было создано свое государство, мы должны вернуть к тому времени, которое вот современно, это все это, я говорю, в рамках современного международного права, а то против, в смысле, я говорю, что. Вот тогда это можно сделать. Было бы хорошо, если бы они сейчас этот вопрос подняли и сейчас этот вопрос решили бы, конечно. Но у нее есть же какие-то свои глобальные задачи, которые мы с вами сейчас можем только им рекомендовать и свое мнение сказать. Решают они. Поэтому так вот, я думаю, так вот. И в Грузии такое отношение, я думаю. Но посмотрим, что будет. Мы должны сами между собой объединиться и дальше действовать. Вот это все. Спасибо, Баркала, Ливан, Баркала Аят. Ливан, потом расскажите, почему вы считаете, что инициативу хочет взять, ну, по каким признакам вы считаете, что США хочет взять инициативу на Кавказе в свои руки? Очень интересно будет. Валейк салам, Карфаген, Массера Буэльда. Так, друзья, я напоминаю вам еще раз, пишите комментарии и задавайте вопросы. Ахят Эдигов, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня у нас 55-я платформа открытого диалога. Это единственная представитель единственной легитимной чеченской власти Чеченской Республики Ичкерия. И вы можете, у вас есть уникальная возможность задать вопросы, пообщаться и получить профессиональные, исчерпывающие, честные ответы на ваши вопросы. Так, сейчас я тут поищу, тут, как всегда, много этих. Валейк салам, гражданин Ичкерии, Шарик Машволь. Баркал, уважаемый Аят, Вива Ичкерия, говорит Ливан. Так, Вива Грузия, Ливан. Так. Телеграм Чауиса Гавистрелуш. Муса, Иса, Лиза, Рэг. Все, отлично. Ну, они могли бы задать вопросы тоже. Но они все знают, поэтому они пока не вмешиваются. Да. Значит, все будет нормально. Да,
Белла, наверное, ищет хорошее что-то во всем этом и говорит, зато у вас произошел естественный отбор, говорит, это про депортацию, видимо, речь. Посмотрите, какие у вас здоровые, энергичные старики. А у других наций полегли на войне молодое, здоровое население. Говорит. Белла немножко пропустила, что у нас мужчин забрали на войну, а депортировали и уничтожали женщин, детей и стариков. Немножко было Да. слушала не ушами. Да, Иса, Более вы что? 90% молодежь забрали на фронт, и они там воевали. Многие Да, погибли. и очень погибли, почти все погибли. Были ранены, Да. много инвалидов, и погибли Да. в основном все. Так, отблагодарила нам Русская империя. Да, Иса, Да. пожалуйста. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. У людоедов есть своя, как называется, культура, Да. свои вопросы, свои решения. Своя Мы не нравственность. опускаемся до такого уровня, мы никогда не опускались. Мы понимали, что все имеют право на свободу, и не надо никого убивать, и не надо никого ничего отнимать. Но мы получились в другом мире. Так получилось, что сегодня я послушал этого Даудова, насчет Закаева, который выступил в ООН, и они очень сильно были озадачены тем, что он объявил в ООН, что мы оккупированы. И они были так сильно обижены, что они-то знают, что оккупированы. Но они хотели добавить, что самой лучшей в мире страной, самыми лучшими людоедами, все самое лучшее, что есть в мире. И вот сейчас получается так, что после этого выступит другой. Команду дали, какие проблемы. И самое интересное то, что я так и не понял, а какая разница между Закаевым и ими? Они между собой делили первенство, что они переживают за наш народ. Какой народ? Чеченский народ. Почему чеченский народ? Потому что только чеченцы могли спасти людей, которые к нам пришли тысячелетиями, если спасали и так далее. Но в конце концов, именно за это нас под корень пытались вырубить. И вот сейчас получилась ситуация, что вот сейчас мы говорим о том, что нам нравится, то, что мы понимаем, там, где мы сильные. И, к сожалению, приходится говорить то, что противно. Оно есть. И в этом дерьме, грубо говоря, живут наши родные, которые не могут слова сказать. Потому что тот, кто хочет сказать слово, он, кажется, на фронте в Украине. Айса, я хотел бы сказать, Айса, вот они там появились якобы где-то, они появляются, эти люди, там в ООН или там в ПАСЕ, или где. Туда, в принципе, они говорят, появятся там и говорят, мы ООН этот вопрос решаем. Это есть вот в любой международной организации есть такие залы, пресс-центры. Да, конечно. Если, допустим, в этом есть, я знаю, в Страсбурге их штуки 3-4 в ПАСЕ. Там они идут, да, они договариваются. Послушай, они договариваются, идут туда, договариваются какого-нибудь там знакомого там, да, и там проводят, значит, как бы конференции и говорят, в ООН выступили. Нет, они в ООН не выступали. Это они просто непосвященных людей хотят. Конечно, в этих организациях все выступать, чтобы получить в ООН этот вопрос, он должен быть вынесен, он должен быть в повестке дня, по этому вопросу должно быть вынесено решение, и они должны показать. Этого там нет, конечно. Эти самозванцы там из себя, из кожи вон лезут, хотят показаться, что они, мол, они везде бывают. Как они бывают везде, они везде ездят, потому что им оплачивают. А кто им оплачивает? Кто их возит за руку? Кто они занимаются? А почему вы пишете, что вы в составе России? Почему вы от Конституции нашей отказываетесь? Почему вы говорите, что нафиг нам нужна была эта независимость,
и вы сидели рядом, когда это говорили, ни слова даже произнести не произнесли против этого. Хотя там литовец или Эндуркайтис выступил, говорят, да? А на этот не сидели внизу, слова не сказали. Кто в президиуме сидел, вот женщина не сказала. И эти не сказали. Почему? Вы какое имеете право говорить о том, что... И вы думаете, вот такой показухой это вам сделает документ? Нет, это не документ. У нас есть твердые, обоснованные документы, которые говорят, кто вы и кто есть кто. Наша задача – это объединить здесь, на Западе, всех, кто есть, объединить и решать вопрос о признании нашего государства. И в будущем, я уверен, наше государство будет освобождено и восстановлена будет наша власть. И эта власть будет суверенная и независимое демократическое-правовое государство. А не то, что вы, не зная сами, чего делаете, то туда прыгать, то сюда прыгать, то это сделаем, то конфедерацию, то. Эти дела, эти игры не для нашего народа. Не так они решались. И не будут решаться вами. Вот что я хочу сказать. Я бы дополнил, с вашего позволения. Я это Айсе сказал. Айсу я перебил. Извини меня, Айса. Айса. Иса, если ты позволишь, или ты закончишь? Я так понимаю, действительно, то есть сейчас, то, что не хватает воздуха людям, они задыхаются, когда глубоко нырнешь, не рассчитал силы, начинаешь выплывать, а тебе не дают кислород. Тебя хотят, чтобы ты утонул. Вот это состояние есть. Мы все прошли это, пережили. Да и резко, не все говорят. Айса, нам они это доказать не могут. Вот мы же обвинение выдвинули. Положите ответ, вот мы говорили, покажите. Они нам это доказать не могут, а эти западные политики, они не хотят в это вмешиваться, потому что зачем им вмешиваться, но они знают, кто есть кто. Это я уж точно знаю. Я бы тоже дополнил бы, это как раз подтверждает ту мою версию, которую я несколько уже недель или уже месяц назад, когда Даудов был переведен на должность премьер-министра, председателя правительства, да, или премьер-министра так называемой Чеченской Республики. И то, что делает Ахмед Закаев, это, конечно же, обычная имитация, симулятор, то, что он делает, начиная от Горской Республики, там всем. И вот сейчас выступление в ООН, это тоже абсолютный блеф, абсолютная ерунда. И то, что сейчас Даудов привлекает к этому внимание, говоря, что не нужно было говорить про оккупацию и так далее, это подтверждает ту мою версию, что Даудов переведен на эту должность, чтобы потом Ахмед Закаев вернулся, и они вместе примирились, подружились, и как бы сказали, что вот мы теперь Ичкерия и якобы пророссийские чеченцы теперь в едином порыве и так далее. Именно так Магомед Даудов раскручивал, который вначале казался оппонентом Кадырова, оппонентом Закаева, Тумсу Абдурахманова, тоже его, он же его раскручивал, он же его сюда направлял, а потом он же его и раскручивал. Поэтому это очередной раз подтверждает, что Ахмед Закаев вместе с Магомедом Даудовым в одной связке, а за ними стоит известный Николай Платонович Патрушев, известный, который тоже реагирует и на открытие мемориальной доски Джохара Дудаева в Украине, где Ахмед Закаев тоже засветился, и тоже на это Патрушев реагировал. Ну, будем делать выводы и наматывать на ус, как говорится. Да. Так, это так. Давайте. Да, Муса. Я чуть-чуть добавлю. Пожалуйста. Они в ООН не были. Фотографии. Я вот по интернету расширял его, в общем, смотрел. Там совсем, в общем, не он. Он большой. В общем, зал, в общем, снимешь фотографию, на весь зал идет. А здесь они тесно связаны, в общем, были. Поэтому это не он, это просто в Европарламенте. Там они могли быть. И все.
Остальное ошибка. Они Ну, Да. они могли в Австрии быть, в Швейцарии быть, в ООН, там тоже есть. Везде же есть. В Вене. Швейцария, ООН, да. В Австрии Мгм. там ОБСЕ. Да-да. ОБСЕ. Ага. Так, понял. Да. Шалом, Ян, шалом. Приветствует нас Ян Моназон. Друзья, задавайте вопросы и давайте активнее участвуйте. Наши хейтеры немножко устали, мне кажется. Зря я это сказал. Сейчас с новой силой начнут. Кавказ геополитически очень важный регион. Кто владеет Кавказом, тот владеет Ближним Востоком и Азией. Поэтому интерес и конкуренция между Западом и Россией понятны. Если Россия перехватит, так, это не поместился весь комментарий, перехватит инициативу, это будет крах западной политики в целом. Так, спасибо, Ливан. Так. Давайте еще. Ну, я не вижу тут пока больше комментариев. Друзья, давайте активнее. Саговой луж. У вас твердая позиция, это классно. Да, она основана на четких фактах и аргументах, Ян. Это будет плохо и для нас, говорит Ливан. Да, Ливан, конечно, если же Россия останется, это будет для нас, конечно, катастрофой. Дело в том, Ливан, что ведь посмотрите, в Грузии она независимая страна, она свой язык у них, своя культура развивается, свои институты. А у нас же есть свое руководство, плохое или хорошее, примерно, так? А у нас как? Вот посмотрите, вот были у них, значит, языки можно было говорить, теперь языки взяли, отменили только русский язык, так? Были там какие-то другие вот вопросы, там поднимались, что вот Ельцин, это Путин говорит, что вот мы там российское, все такое, российское. И потом говорит, народы России. То есть он выделяет здесь на российский, русскую, вот эту общину все выделяет, а остальное все народы России, которые служат это русскому обществу. Вот так это преподносится. То есть вот здесь такие моменты. Во-вторых, это раз, это словесно. А во-вторых, оно преподносится для того, чтобы сделать вот эти народы второсортными. Как будто бы они какие-то надрыв или в Чили, который надо уничтожить. Вот посмотрите, вот показывали там это Якутия. Самая богатейшая республика, самая большая по территории, там еще такое, а люди живут в очень тяжелых условиях. Ну, конечно, и здесь живут, но, примерно, там всего даже 1 миллион населения нет, а территории, по-моему, 4 или 5 Франции можно занять. Вот такая большая территория. И там еще добывали и алмазы, и руду, и уголь, все очень богатое, природно ископаемое. И в то же время, значит, посмотрите, делаются фильмы по России, да? Вы видели хоть один фильм на чеченском языке? Нет. Или на калмыцком, или на осетинском, или якутском, или татарском? Нет. Это что? Это идет процесс ассимиляции. Это идет процесс уничтожения наших народов. Это медленная смерть для тех, кто находится в этой империи. Вот о чем речь. Грузия, хотя и власть там нелегитимна, она все же держит
вот эту марку, это все есть в Грузии. У нас там вот некоторые пытаются сказать, вот кто-то мне там из украинцев говорил, вот у вас там все говорят на чеченском языке. Я говорю, у нас и так говорят все на чеченском языке. А вот это хорошо делает Малкадыров. Я говорю, это он, может, хорошо делает, потому что это делают все, по-другому он не сможет делать. У нас все в наших семьях это делают. А вот выехав на Запад, здесь нам с этим вопросом тяжелее, понимаете? Поэтому мы хотим, чтобы наша страна, она была территория, чтобы на ней мы и находились. Наша территория была большая, в общем, вплоть до 400 километров вдоль Каспийского моря, историки вот, демонстрируют нам, да, все эти территории, они захватывали нас уничтожали, но мы хотим на своей нынешней территории там обособиться, жить нормально, как люди. Нет, нам не позволяет, нас убивает. Каждые 40-50 лет приходит, убивает наших людей, убивают, уничтожает, ассимилирует. Вот в чем вопрос, чего мы должны опасаться. И поэтому для нас воссоздание, скажем, восстановление нашей государственности, которую мы создали в рамках современного международного права, есть задача номер один для решения всех остальных вопросов. Это задача номер один. Мы не хотим враждовать с этими странами. Еще мы говорим еще о Кавказском доме, который мы с Грузией собирались сделать, да, и с другими там республиками. То есть мы должны стараться что-то пойти вот так вот, чтобы объединиться, чтобы мы стали единым, скажем, конгломерат, конфедерацией, но каждая страна, каждая свои языки, свои традиции. Вот о чем. Экономически, политически, чтобы мы могли вот это делать. Это нужно для нашего народа, чтобы мы сохранились. Специально в 1700 году, когда Петр I шел на нас, чеченцев было более 2 миллионов человек. А к концу этой войны, в 864 и чуть раньше, нас было только 120 тысяч. Вот столько людей убили они наши. Вот мы просто находимся на грани выживания или истребления. Поэтому мы этот вопрос поднимаем и говорим, насколько важно. Почему я сейчас это говорю? Это связано не только с тем, что мы хотим деоккупировать все, а именно связано с этими проблемами, которые есть у нашего народа. Ясно, спасибо. Аят, вот Алаш задает вопрос. Ну, написан, так написан. А как вы думаете, Кафыров знал, что его отца взорвут? Думаю, что он не знал. Как он мог? Даже можно что-то знать, если ты не знал. Конечно, там То есть узкий круг только. сказать, что вместе с ним по договору его убили, я не решусь. Он, конечно, не знал. Я думаю так. Но потом он, я думаю, узнал. Кто это мог сделать? Ясно, благодарю. Вопрос такой, Аят, как вы видите отношения независимой Ичкерии с Дагестаном, Грузией и Россией? Ну так написано, Россия это и есть Дагестан. И другими соседями. Дагестан, например, очень радикально исламизирован, как-то так. Но видите, значит, он исламизирован. Я бы не сказал, что он исламизирован. Но вот вопрос в том, что они сейчас, там у них вот летний вот эти сезон, и у них там все русские едут туда на море отдыхать, туда они боятся, это сюда. Вот сейчас дагестанцы жалуются, что вот такой наплыв вот этих всех разгульного образа жизни, на них очень сильно это влияет. Знаете, очень сильно, потому что там же вот это она радикализирован, а в то же время никто против этого не скажет ни слова. Тут мне разговор был с одним человеком, он рассказывал, там слова не скажешь, и если даже ты вот позволяешь, они там ходят, ну как не принято, допустим, у нас там ходить там, скажем, в купальнике, да, женщины, мужчины, то все, а там ходят, им ни слова не скажет, а сразу сажают,
там их сразу наказывают, а теперь вот этот вопрос, который получился с самолетом, еще вот эти убийства, которые вот сейчас, это все как бы пошло к тому, чтобы оказать давление на население Дагестана, так? И, естественно, значит, наши отношения к дагестанцам, это многие наши, даже они нам родственные народы там. Там около, раньше было 80 народов, а сейчас стало меньше, около 40. Но многие из них и родственные в какой-то степени нам по ДНК там как-то определяют, так? Ингуши так вообще это наш единый народ, мы с ингушами. И даже осетины. То есть это мы, конечно, хотим с ними жить в дружбе и едином, как говорится, конфедерации. И если это удастся, они создадут свое государство, и в своем государстве будут, как и мы, делать. То есть делать какую-то, значит, конфедерацию. И с Грузией тем более. С Грузией мы имеем очень хорошие отношения, хотя их подпортили нынешние марионетки, скорее всего. А может и нет, не знаю, как там складывается ситуация, но, скорее всего, насколько мне известно, вот такая ситуация. И мы и с Азербайджаном, и с той же Арменией готовы, то есть и с Россией той же. То есть мы хотим жить на своей территории, изучать свою культуру, цивилизацию свою, и вместе с другими странами мирно на этой территории проживать. Вот что мы хотим. Мы никогда не нападали ни на какие другие народы, никогда ничего не захватывали чужие. Это из истории известно. Только на нас нападали, хотели нас уничтожить. И почему нас хотят уничтожить? Почему? Потому что мы не поддаемся ассимиляции. К сожалению, сейчас это вопрос даже снимается, потому что ассимиляция, сколько вот, около 250-300 тысяч за границей. Эти тоже люди, они как в разных странах находятся, дети рождаются, дети, в общем, как-то идет вот этот процесс. Но само существование нашего государства для нас очень важно, и почему мы вот говорили выше. Баркал, и я бы добавил бы к вопросу Яна по поводу больше то, что вы видите, Ян, вот этот поиск, там, охота там, в Турбине, поиск евреев, там, потом поджог синагоги и так далее. Это больше делается провокация дагестанцы. Мы знаем дагестанцы, там нету этого антисемитизма, про который нам пытаются рассказать. По крайней мере, Нет, я тем его... более, по поводу вот евреев. Да, и говори. Да, все, я закончил, давай. По поводу вот евреев я скажу тоже. Вот я знаком с некоторыми евреями был, которые учились со мной, и так вот знал. Мы знали вот от наших предков, мы-то приехали, когда мы все маленькие были по возрасту, то оказывается имени евреев на нашей территории, вот то, что было вот ими взято, они сохранили, и даже ни на один клочок не сохранили, евреи вернули все наши помещения, здания, и они там опровергают вот этот разговор о том, что чеченцы и евреи вот в этом месте, еврейская слободка была там. Так что у нас с евреями были очень хорошие отношения. И мы жили дружно, я говорю вам точно это. И вот это, что говорят, что мы там нападки на евреев делаем, то делаем, это пропагандистские вот эти выпады власти, тамошней власти, пропагандистские выпады. Нет никаких других там вопросов не может быть. Совершенно верно. И я думаю, мы 100% можем гарантировать не только в Чеченской Республике, и на всем Кавказе безопасность евреев. Вы за это можете не волноваться. Но, как только мы будем свободны. У тебя хорошее желание, и это, Аслан, но мы за другие территории, давай на своей территории, это да, мы это. А на других территориях остальные должны тоже к этому относиться так, как и к нам мы должны относиться так. Да, ну, я это от себя, не как от президиума, от себя говорю. Я буду лично горой. Да, я понимаю. Я просто говорю, что, знаешь, мы не сможем там на других территориях, где
преобладают, скажем, власти полностью, которые там им шепнешь, они уже даже смотрят, что ты хочешь сказать, еще не сказал, он уже знает. Да, такой автоматизм доведенной власти есть там. Ну, в разных республиках я имею. Они будут выполнять команду сверху. Пока там эта власть будет, вот это вот, я так думаю. Но если мы будем сильными и свободными, независимыми, у нас будет своя армия, у нас будут свои спецслужбы, я думаю, мы сможем гарантировать, обеспечить. Но это так, это... Ну да, это из-за того, это с большой, так сказать, большого желания, так говоришь. Да, я понимаю. Я тоже. Так, давайте дальше. Карфаген пишет: Аслан, сейчас по истечению времени мы понимаем, за кого надо было голосовать, за Шамиля. Да, Карфаген? Я думаю, да. Нужно было избирать Шамиля, конечно же. Мне, знаете, мне кажется, в какой-то степени наш народ, который устал, хотел с русскими жить в мире и надеялись, что Аслан Масхадов будет тот человек, который сможет установить долгосрочные отношения, мирные отношения с русскими. В какой-то степени мне тогда казалось, что мы предали Шамиля, не избрав его президентом, потому что когда он остановил войну, захватив город Буденновск тогда со своими добровольцами, тогда я не видел ни одного чеченца, который просто... Я тогда в Ингушетии был. Просто шли чеченцы, узнавали, что я чеченец, и подходили и обнимались просто. Я помню это время, когда молодые люди друг друга обнимали просто так. Было время. Да, конечно, Шамиля не хватает. И многих не хватает, Бадыгдич. Ну, я по этому поводу я вот что скажу. Что вот там есть разные разговоры, что не надо было вообще выборы проводить. Я вернусь к этому, потому что часто этот вопрос поднимают. Но вот надо оказаться в той ситуации, надо знать, что время, что было. Когда мы подписывали эти договора, это соглашение и вели эти разговоры, и когда шла речь о том, что очередные выборы, срок настал, так, то тогда по условиям, с этими странами, ОБСЕ и другими, эти договоры велись и говорились о том, что мы говорили, что должны пройти очередные выборы, так? И по нашей конституции тоже они должны были пройти. А оставить и не проводить эти выборы мы не имели права, потому что мы хотели, чтобы все войска, которые на территории Чечни были оставлены. Вот, допустим, вот наши друзья, которые сегодня мы говорили, они говорили, что надо оставить одну бригаду мотострелковую, одну еще оставить на территории Чечни. Вот даже наши, которые участвовали, вот эти разговоры вели. А в то же время, и потом там они сразу после гибели Жахар заявляли: мы не просим, не требуем признания наш независимым государством, заявлял вот Закаев там. И поэтому в этом ключе, если бы мы договорились, там вот это шел спор, так, не то что спор, как-то расслабились русские после этого поражения и должны были вывести, когда приехал Лебедь, да? А потом вот эти вот пошли вот эти разговоры с нашей стороны. Теперь сегодня я чую, что эти разговоры шли с нашей стороны не от их ума и разума, и не от их желания, а потому что им кто-то это сказал, скажи. И это выставляет, там центральное телевидение показывает, сегодня даже это есть. Поэтому вот исходя из этого мы не могли не провести выборы тем, потому что была такая договоренность. Если бы вот они вывели все войска, а мы ждали, не назначали выборы. Ждали. Вот они вывели, мы назначили выборы, и тогда пошло дело дальше. Значит, мы стали выборы делать. А то, что Шамиль Басаев его не избрали,
это уже вопрос к народу. Поэтому Да, я про народ. не мы назначаем же, как народ к этому относился. Да, Масаду относились положительно, считали, что он умеренный, что он хорошо знает русских, и что с ними он может договориться, и все такое, и сякое. И он думал даже сам, что он может. Но когда он оказался вот один на один, он тоже понял, что ситуация непростая, какой бы там ни был, ты чечен, и тебе, значит, надо выполнять вот команду свою. Они хотели, чтобы он выполнял полностью их команду. Но Масхадов не мог эту их команду выполнить. Он не вправе был. Он же не мог изменить ни Конституцию, ни это. Хотя он уже один вот этот указ о введении шариатского правления издал, и притом и он говорил, что вот ему это просто чуть ли не называл. Закаев, еще 2 человека вокруг него толпились, они меня насаждали. Вот лично мне и Конституционному суду сказал это президент Масхадов, когда мы к нему пришли. А он говорит, да, говорит, это моя ошибка, это его слова. И давайте, значит, если парламент это отменит, я не буду против. И парламент наш отменил его указ. Хотя его отменять не надо было, потому что он противоречил нашей Конституции уже автоматически. Так что вот такие были ошибки, которые происходили, от них надо уходить, они, значит, автоматически имеют юридические силы с момента их принятия, если они, значит, противоречат сохранению и развитию нашего государства и Конституции. Если противоречат, они не считаются законами, прям в статье вот с 5, со 2 по 5 там сказано это. Так что такая ситуация. Шамиля Басаева, кто сколько за него проголосовали, столько и проголосовали. Все. Да. Вот и все. Он, по-моему, 2 место занял, да? Я не помню, честно говоря. По-моему, По-моему, 2 или 3, да. 2 или 3, да, было. Ну да, большинство отдали голоса за Масхадова. Так. Пожалуйста, напоминаю, друзья, еще раз, задавайте вопросы. Мы еще минут 20 будем в эфире, поэтому у вас есть возможность задать вопросы и услышать на русском языке. Кстати говоря, напоминаю, что во вторник будет на чеченском языке такой же стрим, уже 56-й, на платформе открытого диалога. Единственная легитимная чеченской власти в лице президиума правительства и сопредседателя президиума правительства Аяда Идиго. Может, еще кто-то будет. Алла к нам Дудаева давно не заходила. Нет вопросов? Нет, пока вопросов не вижу. Ну вот сейчас ищу. Как вы думаете, говорит человек с ником АА, как думаете, Дудаев, Басаев и остальные одобрили бы дружбу с Соединенными Штатами Америки? Ну, я думаю, что дружбу с Соединенными Штатами Америки одобрили бы, и мы одобрили бы эту дружбу. Сейчас мы стремимся к этой дружбе с ней. Чем быть с Россией в дружбе, быть лучше, конечно, гораздо лучше быть с Америкой. Здесь нет никакого сомнения. И эти вот республики, то есть люди, которые, они тоже это понимали. Я хочу сказать, что в 1999 году состоялся, значит, заседание Госкомитета обороны, членом которого я был. И там вот на нас бросали вот эти все бомбы, ракеты, убивали людей. И в этой ситуации собрались все, значит, командиры всех направлений движений
И там поднялся вопрос открыто. И говорилось там, вот там присутствует президент, вице-президент, все. Там было сказано, вот мы сейчас будем воевать, и если даже вот мы этих русских отсюда выдворим, и не будет признания нашего государства другими странами, то это означает будет, что русские будут снова и снова идти убивать нас до конца. Нам необходимо не в меньшей степени решать вопрос признания нашего государства на Западе. Вот о чем шла там речь. И в том числе, когда они мне предложили, что ты должен поехать туда, на Запад, я тогда отказался, вот есть свидетели, которые там были, хотел сказать, что там уже уехали, там есть люди некоторые. Нет, они требовали, даже вот этот Шамиль Басаев встал, вот когда вот, подошел, говорит, вот у меня есть 300 не евро, тогда доллары были. На каждый патрон мне нужен, каждый доллар. Но ты должен поехать туда. Вот он мне сует эти 300 долларов в карман, или ты должен поехать. А я не хотел, я хотел оставаться, потому что я уже много ездил, я был не председатель, я был, правда, глава комитета внешних связей, так? И я там ездил по разным странам раньше. Нет, ты должен поехать. Я приехал сюда, на Запад, еще с моими товарищами. И когда начал искать тех людей, которые сюда приехали, я обнаружил, что эти люди практически работают на Кремль. И это и документы, все это есть. Они избегали нас, они не хотели с нами разговаривать. Они, значит, то там мы договариваемся, или какие-то другие. Вся их деятельность была, значит, прокремлевская. Они потом приняли в 2001 году, в 2002 году, в 2003 году. Потом приняли разные эти концепции. И потом приняли резолюцию в Копенгагене, представь себе, в которых написано, фактически в документах обозначено, что наша территория есть часть России, что нашего государства практически нет. Вот чем занимались некоторые люди, которые выехали сюда раньше. И поэтому эта деятельность сейчас продолжается с тех пор. Они блокируют нашу работу вот в признании. И поэтому я говорю, это великое дело, то, что сделала Украина для нас, сейчас признав. И для себя, и для нас, конечно, для нас в первую очередь. И мы должны быть благодарны Украине и украинской власти за это. Баркал. Баркалает. Следующий вопрос. Какая будет судьба Рашки? Предсказания Джохара Дудаева сбудутся? На ваш взгляд, Аят? Ну, вопрос мне такой заведут, как будто я, как Ванга, могу здесь все сказать, но свое мнение скажу, что судьба какая может быть в этой стране? Она может сохраниться в пределах этой территории, если эти народы захотят, значит, переформатировать власть. То есть, если там станет не федерация, а конфедерация, так? То есть там будут многие, вот как в Америке, как в Европе, да, и эти республики вот так объединятся, они могут же, кто хочет, может выйти. Вот такая должна быть система власти. Иначе на этой территории, эта территория, эта империя будет всегда, значит, пытаться расшириться. Глубоко дальше и дальше. Вы знаете, что они захватывали и в 30-е какие-то годы захватывали Иран, захватывали, хотели Турцию захватить, этот пролив этот забрать у Турции, Индию, Жириновский все хотел там сапоги мыть. Помните? У них такие планы. Они и те, и Китай, и все хотели захватить. Сегодня ситуация просто изменилась, время прошло. Но что будет, это уже, мне кажется, не будет так, как они раньше хотели. Сегодня все уж хорошо понимают, с чем мы им делать, с кем мы имеем дело. Это империя. Речь идет о власти, о системе власти в этой стране. Народ там должен управлять, интересы людей.
люди должны быть привержены и последовательны в рамках современного международного права. Демократия, независимые государства объединенные. Вот это только спасет в эту страну, и тогда, может быть, в эту конфедерацию захотят влиться и другие народы. Может быть, Аллаш. Но нас уже туда не втянешь ничем, потому что мы знаем, что она может быть тут раз перевернуться, снова такое. Ну, если вот такое движение будет, да. Но смотря вот по этим либералам, которые здесь находятся на Западе, которые пытаются вот этих самозванцев Закаева и других подтянуть за уши и делать из них каких-то легитимных властей, вот возьмем это Пономарева там и других, они сейчас спорят с Ходорковским, это у них спор за место под солнцем, понимаете, Ходорковского они, Пономарев подал жалобу, что ли, там сейчас точно не помню, закаевский прокурору, тот будет судить этого Ходорковского за то, что он там предатель, все такое. Так все они играют, и Каспар, все они играют одну и ту же роль. Они одну и ту же ведут вот эту роль для того, чтобы сохранить эту территорию, скажем, не просто как территорию, они хотят там прийти к власти и снова там укрепиться, временно затихнув. Они хотят сохранить эту империю. Эта империя не их, эти территории не их. Они им откуда достались. Они взяли и вот пытаются расшириться из-за своей вот этой жадности, понимаете, вот что это такое. Мне так кажется. Поэтому я не знаю, что будет, но примерно такие варианты. Тот же Ник задает вопрос. Дудаев говорил, что есть решение, но я вам этого не скажу. Ну, помните, наверное, это выражение его, что есть выход, но я вам не скажу. Что он имел в виду? Или это секрет до сих пор? Салам из Узбекистана. Салам, Узбекистан. Да. Да, он говорил такие вещи, но он не скажу, говорю, просто как-то он ставил людей, надежду, он как бы вселял, что есть решение, но пока не скажу, я потом это сделаю. Так вот это было. Ну вот получилось так, как получилось. Ага. Ясно, хорошо. Короче, не сказали вы нам аят, тайну Ичкерии, что спасет Россию. И правильно, не нужно ее спасать. Так, здесь Ян задавал вопрос, сейчас я его найду только. По производству что-то там говорил Ян. Сейчас чего тише. Здесь столько много этих троллей, что теряешься в комментариях. Так. Чтобы идти по порядку. Вопрос такой. Какие виды производств вы хотели развивать в Ичкерии? Ну, какие виды производств? У нас было строительство, у нас была, нефтепереработка, у нас была добыча нефти и газа, у нас было сельское хозяйство хорошо развито, у нас было, вот это вот разного рода вот эти вот радиотехнический завод был, потом был заводы там, которые там делали разные приборы, так. У нас было, виноградоводство, виноград у нас были свои коньяки, там то все, Эрзи, там Башлам, разные вот эти были, так. У нас было, хотели развивать, уже там по ходу видно было бы, что было более выгодно, экономично, и, лесное хозяйство, у нас были
такие породы деревьев, так, которые очень ценны были и которые можно было за большие, так сказать, продавать за рубеж, или можно, вот наш министр или департамент, я помню, он предлагал, что не надо их продавать, а надо самим какое-то производство сделать, и это очень ценная порода деревьев, которые могли бы там мебель, другое все это делать. Ну и, конечно, в то же время у нас были хорошие специалисты по оружейному делу, они переделывали разные, значит, автоматы, пулеметы или танковые, там что-то такое, или вот эти вот, что мухи, которые стреляют, переделывали, и они вот такие специалисты у нас тоже были. У нас были люди по они вот что на автомобиль делали, придумали разного рода автомобили и двигатели, которые давали возможность двигаться на воде, и там еще, ну, такие вот вещи делали, но они не получили ход. Почему? Потому что они запрещены были, запрещалось это все делать. Это должно быть только на государственном уровне, государство себя берет это. Если, допустим, можно заправлять автомобиль простой водой, допустим, залил там 100 литров и проехал там 1500-2000 километров, то это для государства же это невыгодно, да, они будут поднимать цену на воду, а вода кругом есть. Ну, в общем, вот такие вещи можно было развивать, и мы планировали. У нас был газоперерабатывающий завод, химзавод, вот эти все предприятия, индустриально развита была наша. У нас были институты Севкапи, нефть, а потом, значит, нефтяной институт, там, строительный. То есть у нас вот это развито было. Но, правда, всем этим, когда мы там были, всем это заведовали, сидели русские, которые были посланы, скажем, с этого центра, направлялись. А нас, которые вот закончили институт, и, к примеру, я там, нас направляли куда-нибудь на север или на Дальний Восток или на Коми, чтобы мы там жили, а эти сюда брали. Вот такое было дело. После окончания там же было распределение, куда ты должен поехать 2 или 3 года работать. Вот такое было. Баркалает. Кто-нибудь хочет в Телеграме что-нибудь сказать, выступить, задать вопрос? Ну, уже почти 2 часа мы говорим, да? Да, можно закругляться, я думаю, мне Давай, кажется. закругляться, давай. Сегодня я хотел бы тоже, чтобы было в этом видеоформате осталось то, что в YouTube на территории России замедлили, говорят. Именно поэтому сегодня у нас на порядок упали сейчас и посетители, и все остальное. Но нужно отметить, что сегодня качество у нас видео просто 1080 HD, которое, ну, в принципе, никогда не было. Но если только я там не заходил с другого телефона. Что-то происходит. Спасибо всем, кто смотрел, спасибо всем, кто писал комментарии, поддерживал. Хейтеры, вас это не касается. Всем, кто задавал вопросы, всем, кто участвовал. А я вам отдельное спасибо. Спасибо, Ливан, Ива Ичкерия. Спасибо всем, кто слушал, кто задавал вопросы. Очень полезно будет, я думаю, если мы будем вот так вот общаться и говорить. До свидания. Всем до свидания. Всего самого хорошего. До свидания. Адикюэль Машуэль.